Bilmək istəyirəm mənimlə nə baş verir, amma qorxuram ki, bu biliklə nə edəcəyimi baş edə bilməyəcəm bu ilə. Мне тяжело собрать мысли в кучу и рассказать о своей проблеме. Uzun bir etiraftır, но я постараюсь, если это немного приблизит к пониманию, кто я. Мне свойственно игнорировать свои чувства. Чаще всего вообще не чувствовать ничего. У меня почти постоянно нет сил на что-либо. Через силу встречаюсь с друзьями, общаюсь с близкими и встаю с кровати, очень много сплю. Но в какие-то периоды, 3 дня, 2 недели, я ощущаю прилив сил. Убираюсь дома, гуляю. Но это всегда заканчивается слезами и нежеланием жить. Düşünürəm bu cümlələr çox adama tanış gələr. Я не могу ни с кем поделиться всем этим, потому что друзья не воспримут всерьез. А для семьи это новый повод унижать меня и говорить, что им хуже. У меня это давно. Сначала думала, что подростковый возраст пройдет, но сейчас стало хуже. Плохие мысли не покидают меня, а из своих фантазий я выходить не хочу. Переходной возраст. Yeni etməliyik. Gənclik. O yaşı zamanı uzanan hansı periodu idi? Çəkirdilər üzü bu yana. Axırıncı oxuduğum dövrün adı yadımdan çıxıb, yeniyetməli idilər, gənclik idilər. Deyəsən 25-ə qədər deyirdilər, ya sonra 32-yə qədər oxudum. Yeniyetməli 14-də olur. Sonra ikinci yeniyetməli yəqin başlayır. Sonra qocalanda da o fason şeylər təzədən təkrarlanır. Года 4 назад ходила к психиатру, нервная анорексия, ОКР, тревожное расстройство. Пила таблетки, но у меня очень плохое здоровье, и антидепрессанты дались мне очень тяжело. Галлюцинации, тремор, чуть ли не пена изо рта. Тогда приняла решение, что это не для меня, и ушла от врача. Хотела пойти к психотерапевту, но навалились другие проблемы со здоровьем. Bu arada etraf 20 yaşlıdan gəlib. Анорексия будто бы сама ушла. Мне не важен мой внешний вид, я больше не слежу за калориями, хотя 2 года назад пыталась набрать вес с критического 42 при росте из 63, 163. Спорт меня противопоказан, ушла из него. Her yerden gelir. ОКР у меня это постоянное ощущение микробов на теле, поэтому часто мою руки, не касаюсь двери на улице. Тревога это частое дело, в особенности боюсь электричества. Год назад на протяжении полугода была жуткая бессонница и панические атаки. Из-за этого убрала удлинитель, и все стало нормально. Долго доходила причина атак. Хотела пойти к психотерапевту полгода назад, но меня уволили с работы. Причина не во мне. Тогда все стало хуже, и теперь у меня нет сил даже зайти на сайт с работой. Не вижу смысла в своей жизни. На учебу не поступала. Мечтала стать актрисой всю жизнь, но не сошлось по здоровью. Я, можно сказать, инвалид без инвалидности. Всю жизнь в больнице, капельницы и шансы 50 на 50. Я 50-50. Я много думаю и анализирую. Знаю, что микробов боюсь из-за сексуального насилия в детстве, а тревога из-за домашнего насилия. Закончилось насилие с уходом отца. Сейчас ничего подобного, но мне страшно думать о том, что может быть у меня сейчас. Стараюсь ничего аналогичного не читать, ибо знаю, что сама со всем этим сейчас не справлюсь. У меня нет поддержки, и родные могут сказать самые обыденные слова, от которых меня потом тошнит неделями. Я хочу уйти, но знаю, что мама не справится. А я не могу взять на себя такую ношу и быть эгоисткой. Может, есть какой-то совет, знаю, что по такому рассказу мало что понятно, но пока у меня нет денег и сил, чтобы пойти к врачу, помогите. Belə bir etirafdır.